Кстати, несколько слов об работе Сулейманова в топонимии Чечни. Вот это работа очень большой труд, в смысле единственный, можно сказать, у нас единственный труд такого рода, вот, по своему объему, по собранному материалу. Вот. Но дело в том, что здесь, когда эту работу читает, особенно молодежь, они, в принципе, неискушенные. Вот. Эта работа очень сильно была отредактирована, и то, что ее в последнее время почти через каждые несколько лет переиздают, вот, ее надо было бы полностью вычитать, эту работу, вот это направление. Вот. Дело в том, что когда в 70-е годы вот эти вышли эти тома, по-моему, 5-6 этих отдельными томами, небольшими выходили. Вот. И я сразу эту книгу получил. Вот. Ахмада Сулейманова я немного знал, потому что Ахмад Сулейманов до выселения, до депортации чеченцев-ингушей, он уже работал в школе учителем. Вот. И его старший брат Мутуш, вот, отец очень близко его знал хорошо, старшего брата. Ну и Сулеймана он тоже встречал. Вот. И когда эти работы вышли, я как раз в то время в книжном издательстве обычно брал небольшие сборники поэтические, оформлять иногда. Но это деньги были обычно 35 рублей, по-моему, 40 рублей. В то время это хорошие деньги. Вот. И там был, сейчас я всех не помню, но вот Мансур Магомаев, да, Гештельцин, да, художественный редактор был, удивительно прекрасный человек. Кстати, в молодости в Казахстане он и боксом занимался. Вот, он очень крупного роста, очень, очень спокойный человек, как обычно, вот добродушный, как люди вот такого крупного телосложения. Вот. И как раз вот эта книга топонимии выходила, они мне сказали, по-моему, мне там они и дали вот эти тома. Вот. Вот. Ну, естественно, когда я такие вещи читал, я всегда со старшими спрашивал. Ну, в первую очередь мой отец. Вот. И потом к отцу обычно очень часто приходили старики, вот, из разных селений, из разных тейпов. Вот. Вот я их спрашивал, потом там ездил, когда в село, у стариков спрашивал. Вот. Ну, особенно в первую очередь это что касается территории Итум-Калинского района. Вот. И вот когда я читал то, что вот Сулейманов написал, там от себя, там вот эти объяснения, вот, и я помню, и отец, и вот эти некоторые старики, ну, старики как, 905 года, 908, 911, там, конца 19 века рождения. Вот такие вещи, они как-то улыбались. Вот, и особенно отец, он сказал, не может быть, чтобы Ахмад, говорит, так написал. Я говорю, почему? Да потому что, говорит, он все-таки взрослый парень, он учителем работал, и самое главное, он итумкалинский диалект, он хорошо знал, он родился в Итумкале, он сам из этого, по-моему, Чанчу, есть такое место выше Пхакоч, это в ущелье Баком, Дюрях. Вот. И он диалект хорошо знал, вот эти слова, объяснения, вот это странное, что он это написал. И некоторые просто из пальца высосаны. Вот. И вот после этого уже позднее я встретил Сулейманова как-то, вот, и он мне говорит, что он, мол, говорит, я хотел тебе подарить вот это. Я говорю, да нет, мне уже дали сборник, я читал. Вот. И вот он спрашивал, а как вот отношения отец, что я ему рассказал, вот, я был в то время молодой. Вот, я говорю, вот старики обычно говорят, что они не ожидали, что вот такие вещи ты напишешь, потому что ты прекрасно знаешь диалект и вот эти объяснения какие-то странные. Вот. И он мне сказал, что ты знаешь, Руслан, если бы я вот так не написал, эту книгу не издали бы. Ну, это намек, я сразу понял,
Потому что вот эти издательскую работу контролировал, был такой отдел по сохранению тайн в печати, вот, а он под прямым контролем был КГБ. Вот. И уже и позднее, во время перестройки, вот это еще дополнилось тем, что многие, например, и московские, и ленинградские диссиденты рассказывали, что в КГБ уже очень давно были созданы отделы дезинформации, они контролировали идеологию, особенно историю, ну, особенно в национальных районах, регионах. Вот. И вот когда это издавалось, они указывали, что как писать. И очень много вносили туда искажений. Вот. То есть то, что нужно было именно вот это для э, продвижения советской социалистической идеологии. Вот они, в принципе, переиздавать до если Нохчиком историн поедадалары диктор, а сейчас молодежь будет читать, там получается Нохчи христианство, хилла, и массовый святой бой языческий. Это он объясняет как Георгий, Христос, хотя они не имеют никакого отношения к этому. И вот эти искажения, я ему сказал, мне кажется, я говорю, зря ты это издал в такой форме, потому что завтра начнутся публикации, особенно, я говорю, в Москве, там, в других регионах, и они будут ссылаться. Вот чеченец, автор сам написал. Ну, я не думаю, что так будет. Вот. А буквально через несколько лет в журнале «Памятники Отечества», это московский журнал выходил, союзный, и вот там статья, и вот там, значит, он пишет, что, например, с древнейших времен, чуть ли не в конце раннего средневековья, там еще до татаро-монгольских походов, что русские жили на Кавказе. И вот он ссылку дает Ахмад Сулеймана. Вот чеченский автор, он пишет, этнограф, что вот некоторые чеченские этнографические группы, они русские. Вот. И приводит пример вот этот Орсой. Несколько раз объяснение Орсой Сулейманов почему-то пишет, что русские. Хотя Сулейманов прекрасно знает, что Орсой от чеченского ингушского слова «арс» – лесистая гора. Орсой – это буквально живущие в лесистых горах. Например, селение Орси – это рядом с Садом в Чебарлое. Потом, значит, почти в каждом как это, тейповой территории, на каждой тейповой территории, там тоже подразделения есть. Это, например, в Шароевском общем есть Орса, в Аргунском ущелье топонимы есть вот с этим словом. Ну и само слово Орцхой, вот это тоже это Арс, лесистая гора. Вот. И, кстати, до того, как были сожжены территории вот этот Урус-Мартановского района, вот по этой реке, это Урус-Мартан селение, а потом уже укрупнение было, когда территория была уже захвачена Россией. Вот эти маленькие селения, они однотейповые часто, они поселялись вместе. Вот. А до этого, в 840-е годы, там находилось Орсой Марти, Беной Марти, Гендергной Марти, то есть вот эти небольшие селения, однотейповые. И вот это селение Орсой, это выходцы из лесистых гор. И самое главное, вот Бахтичара, особенно Ярчанти Бац, цара Элер из Айдлах, дело в том, что де хаша цун вахкул вышкал Ахмад Сулейманов вахкул вышкал мутуш. И мутуша в 61 году, по-моему, Чувеллер. Ему, по-моему, 2 года, 3 года дали Биршан Куранж Амушуя. Хадас и у Элер Эльча Айдлах Киршу и Ахмад Элерцу. Мутуша Шавельча Шетезец Мавит Эл. И что весь это детен. И действительно, я когда поднял этот самый, у нас выходили блокнот агитатора, и потом был вестник атеист, или как-то он называлось, брошюрки выходили. И вот в начале 60-х годов, и там как раз вот это имя его брата, вот, и Ахмад здесь, видимо, очень сильно был напуган, вот, и
Он роль сыграл не очень хорошую, а, подконтрольную. И поэтому вот этой работе у него очень сильно искажение. Например, у него идет так, что Цу – это языческое божество, это бог солнца, огня. Вот он дает, что это как бы Христос. Потом, значит, Горгач, есть такой населенный пункт, Горгач, рядом с Ваштер. Вот. И он его переводит как селение Георгия, Святой Георгий. Но дело в том, что Горга – это слово круглый, округлый, или, например, возвышенность округлой вершины. Это Горга. Вот. Че – это суффикс места. Горгач – это буквально к округлому месту. Оно действительно округлое. Это как бы лук. Это рядом с Ваштер. Вот. Вот. И вот такие случаи очень, очень много ляпов у него. Там и христианство раньше было. Ну, дело в том, что если действительно есть следы вот, христианства, это действительно интересно. Но когда говорят вот на основании вот таких изысканий, исследований, что вот в Чечне было христианство с древнейших времен, чуть ли не раньше грузин чеченцы христианство приняли. Вот. Это действительно интересно, что чеченцы в столь древние времена были втянуты в отношения с более отдаленными территориями. Но дело в том, что на территории Чечни фактического материала не найдено. Если христианство, это значит обряды христианские, это погребальный обряд христианский, это какие-то молитвенные дома христианские, как храмы, как вот, например, в Грузии встречается. Или, например, такой, как в Ингушетии, Тхабаерды. Кстати, недавно я прочитал вот в интернете сообщение, что, оказывается, раннехристианский храм относится к VII веку нашей эры. Но дело в том, что да, эта постройка, она, видимо, относится к VII веку нашей эры, но в то время она была не христианским храмом, а была языческим святилищем. Кстати, вот этот храм изучал и Макшарип Мужухоев. И вот это языческое святилище, оно было перестроено уже, когда миссионерская деятельность в Грузии в XI веке, вот, когда Грузия была в рассвете, она усилила миссионерскую деятельность, и вот в то время этот самый миссионеры, вот это языческое святилище, они перестроили, расширили как христианский храм. И храм напротив Таргима – это Аль-Бирды. Вот. Но после этого буквально немного времени прошло, эти набеги персов, там, других захватчиков, Грузия ослабла, миссионерская деятельность прекратилась, вот, и эти храмы опять были превращены в языческие святилища. Какое-то влияние, конечно, оказали они, но христианство не закрепилось. Вот. В Чечне даже таких следов нету. Вот. Но есть еще подобно вот раннехристианский храм на территории Дагестана. Тоже, видимо, на месте языческого святилища построен, по-моему, сейчас точно не помню, по-моему, Датунский храм. Вот. Но даже таких храмов в Чечне нет постройки, хотя и Сулейманов говорит, вот а где эти постройки? Где это находится? Потом были такие сведения, что вот о христианстве свидетельствуют это каменные кресты. Вот. Каменные кресты довольно часто встречаются вот и в Чечне, и в Ингушетии. В Чечне эти каменные кресты, вообще и во время Кавказской войны считалось, что это христианские погребения. Даже вот эта Воздвиженская крепость, селение Чахкаре было сожжено, и построена крепость Воздвиженская. Вот ее тоже там они, офицеры, описывают, что там находился каменный крест. Ну, действительно, вполне возможно, что это каменный крест, это христиане, и чеченцам это в голову били, вот в Нехалое есть, там Чанта есть, вот каменный крест. Вот. Ну, в начале 60-х годов Марковин раскопал несколько могил под каменными крестами. Вот. И вот Марковин сам удивлен, потому что под этими каменными крестами оказалось действительно не языческие погребения, а мусульманские погребения. И Марковин пишет,
это действительно это не языческое, но обряд полностью не христианский, это мусульманский обряд. А то, что эти каменные кресты, это не крест. Ну, крест в древнейших времен почитался у многих народов. У Вайнаха он еще ассоциировался с антропоморфной фигурой. Голова, плечи, человеческая фигура. Вот. Иногда эти кресты стоят отдельно где-то, и там нет могил. Например, и в Ингушетии, в Асинской котловине я несколько раз наблюдал. И в Чечне иногда даже на горных перевалах стоят эти кресты. Видимо, как обозначали ориентиры. Вот. Так что и вот в вводной статье к этой топонимии, вот там полностью вот это все, это удивительная фантастика. Это, видимо, Ахмад Сулейманов не сам писал, но ему предложили вот это включить. Вот, там и о христианстве, и о всяких этих самых фантазий на разные темы, и переводы. Например, это Бацой, Цойба, Цой. Ну, вот эти топонимы, объяснения, они, конечно, многие не научные. Ну, вот. И Ахмад Сулейманов, он сам признался, что это ему, он вынужден был вставлять вот это. Вот. Дело в том, что когда вот такие вот вещи пишут в научной литературе, вот, как бы все у тебя не было хорошо написано, но если у тебя встречаются вот такие какие-то ложные посылы, вот, то, конечно, отношение ко всем объяснениям вот так складывается. Вот. И здесь в этой книге в нескольких местах есть слово в диалектах, вот, но почему-то, вот по почему-то указанию он начинает, он пишет совершенно о другом переводе. Вот. Вот. А сейчас многие не верят, что это было. Это сами Гаспи, диссидентшбы, 60-е, 70-е, которые по всех больницам сидели. Вот. Эти статьи литературные были везде. Они говорят, уже в 30-е годы в ГПУ были отделы дезинформации, отделы были именно историю массово контролировать. Даже они ученых, специалистов вербовать, даже привлекали. И все, что издавалось, находилось под этим их контролем. И особенно уже послевоенное время, 40-е, 50-е годы, они взяли под контроль. Особенно в национальных республиках ни одна книга не выходила без цензуры представителей КГБ. Это не обязательно он открытый КГБшник. Он мог быть там кандидат наук или где-то работать, но он секретный сотрудник КГБ. Он давал рецензию. И он советовал, что заставить его вписать. И вот Сулейманов это писал. Так что это можно было подробно об этой книге Сулейманова сказать. Вот. Разобрать вот эти топонимы. Потому что я эту книгу очень много читал, я каждый раз перечитывал, я эту книгу брал с собой, когда я ездил в горы, спрашивал у стариков и ставил правки. Вот. Сама работа по сбору вот этих топонимов, это очень большая работа, трудоемкая. Он ее начал еще в 30-е годы, и он провел огромную работу. Вот. Но некоторые места по объяснению и некоторые такие лирические отступления, они не совсем соответствуют действительности.